Нашла прародина чеченцев. Область, давшая по народным преданиям название чеченскому народу – Нахчи. Название Галанчош, как предполагают некоторые ученые, означает ущелье жилых башен. Действительно, в районе разбросано огромное количество поселков с прекрасными образцами башенной архитектуры. Эти камни и разбросаны по горе, что расположены неподалеку от селения Чармахой. Странный у них вид. Не то это какие-то неведомые птицеголовые существа, не то это фигуры людей, которые сидят или стоят, и чудится, что они к чему-то прислушиваются. Но вот туман совершенно рассеялся, и мираж пропал. Перед нами скалы выветривания, выходы светлого Миргеля. Еще немного пути, и мы оказываемся в скалистом каньоне. Это крестообразная стела, надмогильный памятник, покрытый пестрым лишаем и немного попорченный временем. Возвышается стела всего на 1,5 метра. Крестовина намечена в виде небольших выпуклостей овальной формы. Точно такую же стелу можно было увидеть и в Аргунском ущелье. В глубине ямы поставлены 2 наклоненные плиты, по-чеченски упха, которыми отделялось захоронение от остальной части ямы. Останки умершего лежали на спине, будучи лишь слегка повернутым на бок и головой обращенной к западу. Это обычные мусульманские захоронения. Но почему же тогда горцы считают крестообразный памятник усиления Чармахой необычным, и именно в этой стеле воплощен образ девушки, смело защищавшей свою свободу? Горцы, вероятно, забыли то время, когда, независимо от вероисповедания, устраивали кинотафы в честь умерших на чужбине. Кинотафы древности и в средние века – это первые шаги на пути увековечения памяти дорогих людей. Чуть поодаль от каменного креста ступенчатыми ярусами не спадает вниз мощная гряда скал. В ней еще издали видны небольшие естественные углубления. Это тоже могилы. Некоторые гроты сохраняют следы доработки. Лишние выступы потолков сбиты. Пол подправлен, а в некоторых стены перегорожены каменной кладкой. Еще и сейчас в таких усыпальницах видны остатки погребений. Покой мертвых охраняют своеобразные сиелинги, святилища в виде ниш, аккуратно высеченных в скале. Люди, принесшие холодным скалам останки близких и родственников, клали приношения и удалялись в надежде на благополучное пребывание умерших в предвечном царстве.
Пещерные могилы усилений Джармхоя сочетаются с подземными склепами. Здесь же неподалеку стоят руины 3 жилых башен. В одной из них сохранился опорный столб. Однако лучше более детально осмотреть архитектуру следующего селения – Муцарой. Здесь среди руин сразу же бросается в глаза здание мечети. С михрабной стороны ее под самый карниз вделан арочный монолит с петроглифом, олень и фигура человека, спираль и зигзаг. Как видно, в районе озера Галанчош было довольно сильно развито искусство выбивания петроглифов. На кладбище уже издали видны 2 стелы с петроглифическими рисунками. На одном памятнике спираль, заключенная в концентрические круги. Сделано это с целью уберечь покойного от нечистой вражеской силы, которая может проникнуть в могилу и осквернить ее. Кругом остатки жилых башен. Мощные стены готовы рассыпаться. Арочные камни-монолиты накренились. Вот башня, которая принадлежала в последнее время Сулейману Саралиеву. Приземистая, словно вросшая в склон горы. Башня была готова к обороне. Стены ее снабжены щелевидными бойницами. Участок с башней огорожен забором. У входа петроглиф. Дуга с отходящим от нее ресничком. Еще один петроглиф виден на арочной плите башни. Под тройной заштрихован. Дугой изображена кисть левой руки с очень условно переданными суставами пальцев. Под рукой высечен П-образный знак «Тамга». Это знак мастера. Закончив благополучно строительство, он обводил контур своей руки и ударами зубильца высекал его. Очень часто изображены левые руки. Так было легче сделать рисунок. На Шхойлам неожиданно показываются руины огромной постройки. Сооружение находится на высоте 12-13 метров от подножия обрыва. И попасть в башню можно было только по лестницам, которые привязывались к специальным каменным тумбам, расположенным несколько ниже постройки у края скалы. Но сейчас, если вы не скалолаз, проникнуть в башню невозможно. Очевидно, средневековые жители не напрасно старались скрыться в расширине скал, слиться с камнем, остаться незамеченными. Может быть, это постройки отверженной семьи, которая устала скитаться. Молчат камни. Молчат и предания.
Хайбах. Попадаем в мрачные лощины, сухой шелест пластинок сланца, порывистое биение ветра, груды руин. Последний раз археолог побывал здесь в 1886 году. Это был Миллер. Боевая башня, разрез которой он опубликовал, стоит и сейчас. Высота ее 19 метров. Пирамидально-ступенчатое покрытие ее завершает шпиль. Башня сильно суживается кверху. Сложена она без фундамента. Лишь внизу положены крупные каменные блоки. Башня имеет боевые балкончики, машкули, в стенах устроены бойницы. Хайбаховская боевая башня украшена петроглифами. Искусствоведы и археологи давно заметили, что чаще всего такие изображения встречаются в горных аулах Чечни. На башне селения Хайбахой на арочном камне дверного проема изображена распластанная правая рука. Не кисть, а именно вся рука, начиная от локтевого сустава. Пальцами она опущена вниз, а рука мастера, которую мы заметили на башне в селении Муцарой, была обращена кверху. Это уже не рука мастера. Известно, что в древности, да и в средние века у многих народов, в том числе и на Кавказе, принято было отрубать правую руку врага. Противник этим актом был повержен, если не убить, а его рука, попавшая к врагам, не становилась предметом посмешища. Ее берегли, старались подольше сохранить, засушить, ибо эта рука – рука сильного и смелого противника, теперь передавала всю свою символическую силу победителям. И чтобы сохранить и силу вражеской руки, и почести, воздаваемые победителям, десницу врага могли изобразить и на камне. Несколько поодаль возвышается замковый комплекс. Жилая башня соединена с боевой. Вероятно, в древности переход из одной башни в другую был устроен в виде подвесных мостков. Но затем в стене боевой башни проломили проем и под камни подвели бревенчатые подпорки. По ровному, как стол плоскогорью, стелется пестрый ковер травы. Под ногами дрожит сырая почва. Идешь словно в небытие. Со всех сторон густой туман. Но вот в его пелене появились разрывы, и впереди показалось мутно-сизое блестящее зеркальце воды, в котором отражаются глинистые откосы противоположного берега. Это и есть священное озеро Галанджваш, Ами. Сейчас в преддвериях Акинского ущелья находится глубокая замкнутая впадина. Говорят, что некогда она была заполнена водой, образуя обширное озеро. Озеро священно. Оно всегда внушало страх горцам, священно и рощица, приютившаяся у его тихого берега. Еще совсем недавно чеченцы клялись чистотой воды озера Галанджваш.
Где-то здесь, как говорят старики, родился легендарный родоначальник чеченцев Нохчо Турпал. Озеро Галанчож невелико. Расположено оно на высоте 1530 метров. Мертвы его воды. Они заражены сероводородом. Здесь, возле озера, некогда стояло святилище